Мне говорят, что 200 сим-карты заканчивается. Просто я не в курсе была, что мошенники теперь уже таким образом. Я совсем не подумала, что продукты нельзя никому ничего диктовать. У вас вот взломали услуги и сказала, сейчас с вами свяжется сотрудник Центрального банка. И как раз смотрю, звонит, значит, мужчина. Смотрю номер телефона и знак герб. Он мне сказал, что мошенники взломали ваши госуслуги и подали заявки в 6 банков. Но я не должна обращаться в полицию. Вот. Он мне пояснил, что нужно будет подавать встречные заявки. Ну, он сказал, что сотрудник федеральной службы, да, сам свяжется, да. И вот как только я с этим поговорила, звонит, вот. И я тут же связалась, значит, с этим Быковым, типа с ФСБ, и сказала, объяснила ситуацию. И он мне говорит, да, вот сегодня было нападение, его перевозили, этого Бунько, куда-то в Москву, и было нападение, и там 2 сотрудников, типа наших, застрелили, а Бунько убежал. Потом, значит, вот эти вот я кредиты набрала, 4 кредита. Я уже думала, все, как бы у меня уже все. Теперь он мне говорит, вот еще одна заявка. И на машину было нападение, там 2 расстреляли, и он сбежал. И сейчас пытается найти меня. Но сказал, что надо собираться и выходить из дома. Ну вот надо, типа надо будет перевязать руки, там сфотографироваться, пусть дети там станут на колени, это около лесопосадки в какой-нибудь, около леса. Мы едем в этот Петровский, машину оставляем там на парковке. Только я подхожу, и подъезжает Росгвардия. Потом я связалась с ФСБ, объяснила ситуацию, так-то так. Он сказал, вам надо уходить оттуда, с этого. Я у него спросила, куда, он сказал, в Агрыз. Но теперь, говорит, вам нужно снова как бы подыскать жилье. Я уже там опять же как бы нашла и уже договорилась с человеком. Но нас на светофоре остановили вот сотрудники Ижевска. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Глазовский, Удмуртской республики и их коллеги из уголовного розыска регионального МВД в кратчайшие сроки разыскали местную жительницу, которую телефонные мошенники вовлекли в криминальную схему. Попав под их влияние, она сначала лишилась крупной суммы, а затем инсценировала похищение себя и своих несовершеннолетних детей. Предварительно установлено, что в течение месяца жительницы города звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банка, единого портала государственных услуг и правоохранительных ведомств. С помощью психологических манипуляций злоумышленники вошли в доверие к своей собеседнице. Они заставили ее продать дом, заложить ювелирные украшения, взять несколько кредитов и перечислить полученные деньги на указанные ими счета. Общий ущерб составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Затем мошенники убедили женщину, что ей и ее детям угрожает опасность. По их указанию она вместе с сыном и дочерью уехала на автомобиле, сменила сим-карту, сделала фотодоказательство своего похищения и направила супругу. После этого ему позвонили аферисты и потребовали за освобождение родственников перевести выкуп в размере 2 миллионов рублей. Тем временем потерпевшие сообщили, что находиться в Ижевске небезопасно и следует уехать в другой город. Там пропавших и обнаружили оперативники на 2-й день поисков. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Принимаются меры к идентификации и розыску всех причастных к противоправной деятельности лиц.